поэтому я очень благодарен, что вы сегодня нашли время и, главное, желание прийти сюда и участвовать в этом благом поистине деле. Отец Игорь правильно сказал, это общественный запрос. В обществе есть запрос ввиду определенных обстоятельств на то, кто же такой Ваштаджи, кто же такой Святой Георгий для нас, осетин. Там у англичан есть Святой Георгий, они есть топонимы определенные, герб Москвы, правильно, это Мурат Георгиевич правильно сказал. Но для нас, для осетин, кто такой Святой Георгий? Он же не просто сейчас в 90-х, как правильно сказали, упал нам на голову, и как некоторые в интернете пытаются навязать, что вот это образ навязанный, что вот церковь пытается нас поработить, сделать из нас рабов, чтобы мы на коленях там сидерта, автокутерта. Нет, конечно. Это может сказать только человек, который недалекий и ищет своего. Он не любит свой народ. Ему на своего народа наплевать. Человек, который любит свой народ, ой, шишцами, мажарзани, если они это утверждают, что Святой Георгий для осетин, для алан это чуждое нечто, то это, по моему субъективному мнению, это вредитель. Это человек, который открывает конфронтацию в обществе для того, чтобы нас стравить в угоду определенным силам. Если их позицию принять, то получается, что наши предки, которые известны на весь мир, величайшие воины, которые покорили полмира, получается, что пришли какие-то греки и им под затыльниками навязали веру православную. Разве такое может быть? Кто из осетин признает, что его предки были такими слабаками или такими глупцами, что пришли греки, их под затыльниками заставили креститься? Царя аланского правителя кто мог заставить креститься? Или какие, как эти негодяи говорят, корыстные цели он преследовал? Где Византия, где Алания? Мы не граничим. Какие интересы у них может быть? Осетинский, аланский народ мог принять христианство, православие только осознанно, только разобрав, принятно, нахиштарта, может быть, я эмоционален, простите мне, вот Каштарин. Но они разобрали, что Соломону, Асади, они это сделали осознанно. Это был осознанный шаг, осознанное принятие. Никогда бы осетинское, аланское общество, низы, середняки не приняли бы даже навязанную позицию сверху, позицию царя, потому что это общество было свободным. Это были воины. И возвращаясь к образу святого Георгия, почему он настолько проник в жизнь осетин, в жизнь алан, потому что он был именно воин, и воин непростой. Если мы посмотрим сейчас сохранившееся житие святого Георгия, которое передали Дмитрий Ростовский, то мы почитаем, кто он был, как он разговаривал с императором. По тем временам, может быть, здесь не все историки, но такой один показательный момент. Если римский сотник, воин, я подчиненный, я каштартай, буквально малейшее неповиновение он имел право, как сотник, отрубить ему голову без суда и следствия. Теперь, когда мы читаем житие святого Георгия, как он разговаривал с императором, который решил, что православие оно не нужно, это каким-то образом вредит, и там были заинтересованные люди, жрецы, это все-таки было языческое государство, которые не хотели терять свой вес, свой авторитет и свои деньги, потому что это был огромный бизнес в том числе. Они уговорили императора начать преследование православных. И вот этот римский воин, святой впоследствии Георгий, он был молодым человеком и отличился настолько в воинском искусстве, что он занял по
указанию императора очень высокий титул, воинский титул. Но этот титул, естественно, не давал бы ему права разговаривать дерзостно с императором. Иерархия все так же сохранялась. И вот когда мы читаем житие, что он говорит императору, мы видим, что он разговаривает с ним на равных, не повышая голос, не дерзя, но на равных отстаивает. И мы видим ту же самую модель поведения в осетинском обществе, когда человек, даже эмоциональный, он всегда сдерживает. Нет, святой Георгий так же, как и осетины, вел твердую речь, уверенную, без всяких показных каких-то жестов, без выкриков, спокойно, уверенно вел разговор, говорил, что что надо ему, и это настолько было ошеломляющим, что в описании написано, что несколько минут гробовая тишина стояла, и люди не понимали. И то, что дальше с ним творили полгода, это образ величайшего мужества. Аланы были воинами, и выше всего, спокойно, уверенно вел разговор, говорил, что что надо ему, и это настолько было ошеломляющим, что в описании написано, что несколько минут гробовая тишина стояла, и люди не понимали. И то, что дальше с ним творили полгода, это образ величайшего мужества. Аланы были воинами, и выше всего для осетин, для алан было мужество. Мужество в бою и в любой ситуации, где нужно было проявить характер и силу воли. Этот человек, святой Георгий, его мучили полгода. Невозможно человеку своими силами полгода мучиться. Мы отмечаем Джоргуба в ноябре, это начало его мучений. И только в мае ему отрубили голову. Все это время его мучили. Все это время он творил чудеса. Там был один такой жрец, который пытался его и травить. И какой-то ему отвар давать, чтобы он стал послушным. Махосауфарс его ничего не брало. Я к чему говорю? Этот жрец, когда он мертвеца поднял, он сам уверовал, что я сдаю шахе, я вижу, что Бог, которому служит вот этот человек, он действительно Бог. Ему тоже голову отрубили. Это такое отступление. Я к чему говорю? Никогда бы осетины не приняли ничего насильно, если бы не увидели, что это что-то хорошее, это что-то достойное того, и что это что-то родное нам, что можно перенять и вот так хорошо в себя внести, как определенный камень в диадему, как украшение. Поэтому я считаю, что образ святого Георгия, он необходим, как и был нашему обществу, так и Хосауфарс, он и будет оставаться покровителем Алании, если, конечно, мы не станем настолько бестолковыми, что откажемся сами от покровительства святых, таким образом, наверное, мы уже и никому не нужны. Я очень рад, что вы будете принимать участие в этой работе, и прошу вас отнестись к образу святого Георгия как к святому. Да, в начале нашей общей работы были дискуссии, назвать ли Ваштарджи, Алани Аудек или только по-русски, решили оставить только вот на русском языке. И раз уже осталось название только Святой Георгий, то и прошу рассмотреть по возможности житие этого великого человека, который стал святым и который стал своим для нас, для Аллаха, рассмотреть его житие, как он разговаривал, как он себя вел. И это действительно образ подражания для нас, для мужчин в первую очередь. Вот. И я думаю, с Божьей помощью каждого из вас получится великолепный труд на благо нашей общей Осетии Алании. Хусаут хушкана иватна маханит патундар. Иодам штам, ютуб на ютуб штага штам, хусаут хушкана махатакали.